Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 26 октября. В Чувашии продолжается вакцинация населения против COVID-19. По данным Минздрава, всего с начала прививочной кампании в республике вакцинировались более 370 тысяч жителей. Прививку можно сделать не только в поликлиниках городов и районов республики. Например, сегодня в Чебоксарах передвижные кабинеты развернутся сразу по 3 адресам. На территории Центрального рынка, в ДК «Салют» и по улице Асламаса, дом 12. Подробнее с графиком работы пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава. В этом году отмечается 80 лет со дня открытия единственной во время Великой Отечественной войны транспортной магистрали через Ладожское озеро – «Дороги жизни». По указу президента России блокадники и те, кто награжден медалью за оборону Ленинграда, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Средства блокадникам поступят в ноябре, одновременно с пенсией. Выплату получат более 77 тысяч человек, проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Чувашии расширили проект «Пушкинская карта». Вдумчивых зрителей теперь приглашает театральная гостиная, где можно пообщаться с творческой труппой, поделиться впечатлениями и эмоциями от спектакля. Темой первой встречи в Русском драматическом театре стала постановка по пьесе Александра Островского «Нахтякова мудреца довольно простоты». За захватывающим сюжетом комедии школьники наблюдали с интересом, а после вместе с режиссером и артистами ребята прошли весь путь создания постановки. От драматических приемов до костюмов и декораций. Основная аудитория театральной гостиной не только ученики школ, но и студенты вузов и СУЗов. Таким образом, в Министерстве образования республики решили интегрировать Пушкинскую карту в образовательный процесс. Помимо русской драмы в проекте участвует Чувашский драматический театр и ТЮЗ. Для юных зрителей это прекрасная возможность заглянуть в закулисье и узнать много нового. Вопросы могут быть не только по произведению, но и даже по актерскому мастерству. Как перевоплотился актер, что он чувствовал, что он переживал. И вот эти вопросы нам очень важно услышать для того, чтобы узнать, что ребенок не остался равнодушным. И вот это литературное произведение, пусть оно будет классическое 19 века, и которое может быть трудно читаемое и понимаемое сегодня в 21 веке, действительно отложилось у него в душе, в памяти. Поможет ли совмещение школьной программы и посещения театров лучше усваивать учебный материал? И будет ли доступна театральная гостиная для школьников из глубинки? Расскажем в наших следующих выпусках. Сформировать толерантные отношения к представителям различных конфессий. В преддверии недели межрелигиозного диалога в учреждениях УФСИН России по Чувашии проводят просветительские мероприятия. Чувашская митрополия сотрудничает с уголовно-исполнительной системой уже 30 лет. Сегодня каждый осужденный имеет возможность принять участие в богослужении в храме или посетить молельную комнату. Среди отбывающих наказаний приверженцы разных вероисповеданий. И важно не допустить конфликтов на религиозной почве. Так, в лечебно-исправительном учреждении номер 7, чтобы познакомить осужденных с разными религиями, провели викторину на знание основ христианства, ислама и буддизма. Сегодня отмечается один из самых добрых праздников – День приятных неожиданностей. Так что есть отличный повод порадовать родных, близких и коллег. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».